فتاة الخير يا فتاة الخير، فتاة الخير يا فتاة الخير، فتاة الخير يا فتاة الخير، فتاة الخير يا فتاة الخير. شبكة هداء الإنشادية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Дорогие братья, я в первую очередь хотел бы поблагодарить моего друга, одного из лучших имамов в Дагестане, Хусейн Ажи и Джамат Селения Джумутай, за ту гордость, которую я испытал, езжая в Селение Джумутай, видя, как Джамат Селения Джумутай любит Аллаха, как они набожны, и как они воспитали своих детей, что они все вышли и принимали в себя в гости алимов, правильных мусульман. И это меня очень сильно обрадовало. И я хотел бы пожелать, чтобы баракат волоса нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, баракат вот этих ученых, которые вышли из Джумутая, и вот праведных мусульман сопровождал и оставался в этом селении и последующие годы тоже. Сегодня я хотел бы сказать о бирру валидейн, о хорошем, добром отношении к родителям. Эта тема, конечно, в селениях не так сильно актуальна, потому что все равно влияние общего мирских благ на этих селениях меньше, и поэтому они более богобоязненные. Но это более актуально в городах. И мы все знаем, дорогие братья, что наша религия побуждает нас и заинтересовывает нас, чтобы мы учтительно и очень почтительно относились к своим родителям, чтобы послушались им во всем, что не противоречит законам ислама. Также наша религия предупреждает, чтобы мы не злили наших родителей, чтобы остерегались выражать им свою злобу, свое негодование. Всевышний Аллах в Коране сказал: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан ва бил валидайни ихсана». Вы поклоняетесь Аллаху и не приобщайте ему сотоварищей, и относитесь к своим родителям по-доброму, хорошему. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах, в толковании этого аята сказал: Всевышний Аллах имел в виду, чтобы мы относились к родителям по-доброму, чтобы не отвечали их грубостью, не смотрели недовольным, злобным взглядом, не повышали на них голоса и были бы по отношению к ним покорными, подобно тому, как бывает покорен раб своему господину. И каждый из нас имеет представление, каким был покорный раб в то время к своему хозяину, как они старались угодить им во всем и сделать все, что они хотят, чтобы им было удобно. И таковым образом, дорогие братья, каждый мусульманин должен относиться к своим родителям, радовать их, подобно тому, как они радовали их, когда они были маленькими. Приводится, что один человек пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и выразил сильное желание переселиться в Медину и сражаться на пути Аллаха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не поспешил ему быстро отвечать на его просьбу и спросил его: «Фахаль мин валидайка ахадун хайюн?» Живы ли кто-либо из своих родителей? Этот человек ответил: да, они оба живы. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил его: «Фатабтаин ажра мин Аллахи?» Ожидаешь ли ты вознаграждения от Аллаха? Он имел в виду: хочешь ли ты до сих пор получить вознаграждение от Аллаха? Этот человек убедительно сказал: да, хочу. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Фарджи иля валидайка фаахсин сухбатухума». Ты вернись к своим родителям и отнесись к ним по-хорошему. В этом хадисе, дорогие братья, есть хороший аргумент, доказательство
каждому из нас, в особенности молодежи, чтобы мы не делали поспешных решений, чтобы мы не спешили пойти и по-быстрому пролить свою кровь. А чтобы мы в первую очередь старались угодить нашим родителям, быть к ним хорошими, милосердными, подобно тому, каковыми они были к нам, когда мы были детьми, когда мы нуждались в их заботе. И такое отношение, дорогие братья, мы должны одинаково делать как своему отцу, так и матери. Но все же наша религия больше побуждает, чтобы мы почитали, уважали свою мать. Потому что те трудности, которые испытывает мать, нося свое ребенка в животе 9 месяцев, кормя его, воспитывая его, все эти трудности неисчислимы, ни с чем. Их невозможно сравнить с чем-либо другим. И как бы мы потом ни старались угодить и сделать что-то хорошее родителям, все равно мы не сможем дать им воздать благодарность за то, что они дали в свое время нам. Говорится, что один человек пришел к посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, что я совершил большой грех, и есть ли мне за это прощение? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил у этого человека, есть ли у тебя мать? Он ответил, нет. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил у этого человека, есть ли у твоей матери сестра? И этот человек сказал, да, есть. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал этому человеку, иди и сделай добро ей. Если, дорогие братья, человек, сделав добро своей тете, получит прощение за большие грехи, то какое вознаграждение человеку ожидает, если он по-доброму будет относиться к своей матери, к своему отцу? Также я хотел бы заметить, дорогие братья, что плохое отношение к родителям может стать причиной непослушания, безнравственности с детей, жен, причиной того, что Всевышний Аллах не принимает от нас благие деяния, и причиной наказания Всевышним Аллахом нас, как в этой жизни, так и в ахирате тоже. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Куллю дзунуби юахфиру Аллаху минха ма шаа иля яумил киямати илля хукукаль валидайни, фа инна Аллаха яджалуху ли сахибихи фил хаяти кабля мамати». Что Всевышний Аллах за каждый грех, который мы совершаем в этой жизни, не дает наказания. А за некоторые дает, а за некоторые откладывает в ахирате. Кроме плохого отношения к родителям. За этот грех Всевышний Аллах дает вкусить наказание уже при этой жизни. Также приводится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды, когда вот в таком маджлисе были собраны его асхабы вокруг него, сказал, «Рагима анфун, сумма рагима анфун». Будет несчастье, будет несчастье, будет несчастье. Тогда кто-то из асхабов спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, кто тот человек, кто будет настолько несчастен, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал об этом трижды. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман адрака абавайхи индаль кибари ахадухума ау килахума фалам ядхулил джанна». Что это тот человек, кому посчастливилось увидеть своих родителей в старости, одного из них или обоих, но вместе с этим он не смог войти в рай. То есть, если человек увидит своих родителей в старости, не смог о них заботиться, не мог увидеть, любить их, почитать их, таким образом, что Всевышний Аллах простит его за то, что его простили родители, за то, что они довольны им. И этим довольством и прощением этот человек не сможет войти в рай, то этот человек является самым несчастным человеком на свете.
же делать, дорогие братья, если человек все же по своей невнимательности, глупости не сделал этого? И его родители уже покинули этот мир. И уже он не может это уважение, добро сделать по отношению к своим родителям непосредственно. Или же человек всю жизнь был хорошим сыном или хорошей дочерью, всегда относился к родителям хорошо, всегда послушался, всегда им делал хорошее то, что они хотят, и был таким, каким они хотели его видеть, и хочет оставаться таким же и после их смерти. Приводится от Малика ибн Рабиа ас-Саиди, довольно Аллах, что когда они были возле пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к нему пришел один человек и спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: есть ли что-либо хорошее, что я мог бы сделать по отношению к своим родителям после их смерти? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: да, есть. И упомянул: «Ас-салату алейхима ай-дуау, валь-истигфару лахума, валь-инфару ахдихима бин-ба'дихима, василату рахми, аллати ла тусалу илля бихима, ва-икраму садикихима». Это мольба и просьба прощения у Аллаха за его родителей, чтобы он молил Аллаху, чтобы Аллах простил этого человека, своих родителей, мать, отца, чтобы он вел их в рай, чтобы он сделал их из товарищей, тех, которые будут сопровождать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и будут жить в самых лучших райских садах. И чтобы он исполнял все заповеди и обещания своих родителей, чтобы он соблюдал родственные связи родителей, и чтобы он почитал и уважал друзей своих родителей. Если человек сделает эти вещи, то он и после смерти может помогать своим родителям. Дай Аллах, дорогие братья, чтобы мы при своей жизни смогли заслужить прощение и довольство своих родителей, и сами этим самым также заслужили прощение и довольство Всевышнего Аллаха. Ассаламу алейкум.